Devam edelim. Sonuçta kadir üzerinde uygun kardeşlerimizden bilgen bir yıl mağdur kalıyor. Гости 8-го Курултая. Sayın Başkan, Sayın iştirakçılar, Sayın Konuklar. В нашем докладе мы рассмотрели некоторые аспекты национальной политики Китая. Bizim çıkışımızda biz bir neşe meseleye dokunacağız ki bunlar Çin politikası meselesine teşkil ediyor. Восточный Туркестан – это современная территория Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, расположен на северо-западе Китая. Şimdiki Doğu Türkistan, Çin Halk Devleti'nin Şenzhen arazisinde yerleşmiştir ve o Çin Halk Devleti'nin kuzeydoğusunda yerleşmiştir. Он граничит с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Тибетом, КНР и Монголией. Doğu Türkistan, Rusya, Çin, Afganistan, Pakistan, Tibet, Kırgızistan, Казахстан ve Türkiye'dir. Восточный Туркестан – страна богатая, но несмотря на эти действительные богатства, коренной народ живет в нищете. Doğu Türkistan çok zengin bir ülkedir. Fakat buna bakmayarak halk çok kötü durumda yaşamaktadır. Китай вывозит более 80% нефти, 70% угля во внутренние районы. Çin hükümeti petrollerin %80'ini kömür istehsalının %70'ini kendisine götürür. Почти все руководящие работники, специалисты и рабочие китайцы. Bütün yönetimlerde, bütün uzmanlar hepsi Çinlilerdir. Хищническая эксплуатация богатств Восточного Туркестана дает огромную прибыль, используемую для милитаризации, а не для блага коренного населения. Doğu Türkistan'dan alınan gelir sadece Çin devletine hizmet etmektedir. Fakat Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurların gelişmesinde hiçbir yolu yoktur. Восточный Туркестан, по явно замеченной официальной статистике, населяет 29 миллионов человек. Из них уйгуры 20 миллионов человек. Doğu Türkistan'da son mevzulara göre 59 milyon kişi yaşamaktadır. Onlardan 20 milyon kişisi Uygurlardır. Демографическую политику Китая в Уйгурстане определяет резкое ограничение рождаемости коренного населения, массовое переселение хамцев. Çin hükümeti Uygur ailelerinde doğumu kontrol etmesi ve Uygur ailelerinin artımının karşına alması Uygurların say artımını engellemektedir. Цель уменьшения доли уйгуров и их полная ассимиляция. Çin devletinin buradaki asıl meselesi Uygurları asimilasyon prosesine uğratmaktır. Восточный Туркестан искусственно разделен на 5 автономных округов, 6 автономных уездов, 38 национальных областей. Doğu Türkistan bu yanlış olarak Çin devleti tarafından 5 muhtar devletler, 6 muhtar vilayetler ve 37 milli kuruma bölünmektedir. Цель противопоставления национальных меньшинств друг другу и ускорение их китаизации. Şimdi Doğu Arkadaşlar, сегодня прибыла власть. Крымская делегация во главе уважаемого Искандера Валерьева, и мы сейчас дадим слово. Şimdi bizim Kırım delegasyonu gelmiştir. İskender Bey başkanlığında ve sözü İskender Bey. Selamünaleyküm, saygıdeğer akrabalar, saygıdeğer dostlar,
Men butun Kırım Tatar gençleri adından, Kırım Tatar Gençler Merkezi adından sizge selam getirdim. Bizni ahvolimiz bizga keldi. Bizda bir problem chiqdi, o'sha bizga keldi. Ammo men bilasam bizda vaqt olacak ishlamak uchun getirdi. Я приветствую всех своих братьев и сестер, участников Курултая. И у нас были некоторые проблемы с поездкой, поэтому мы опоздали на Курултай. Но мы пришли со своими проектами и выслушаем те проекты, которые вы подготовили, и добавим туда те вопросы, которые нас заинтересовали. Что касается ситуации в Крыму, то наверняка, я думаю, стоит вас поставить сейчас в известность, да, с разрешением нашего председателя, то если вы слышали, в Крыму были достаточно серьезные события в марте месяце, перед выборами во все структуры законодательной власти Украины. Как вы... Şimdi size ben Sayın Başkan, eğer В самом начале я бы хотел поблагодарить наших хозяев, Казахстан, за хороший и теплый прием. Önce ben Kazakistan, yani bu kurultaya ev sahipliği yapan Kazakistan'a teşekkürlerimi bildiriyorum ki böyle iyi seviyeli bir kurultay geçirilmesine şerait yaratmışlar. Чувашский народ, как и все тюркские народы, впрочем, как и народы мира, подводит своеобразный итог нынешнего тысячелетия и намечает контуры своего будущего развития. Şuvaş halkı bütün Türk halkları gibi ve tüm dünya halkları gibi 2000 yılda bu asrın sonuçlarını kendi için belirterek gelecek amaçlarını belirlemektedir. Своеобразным итогом этого тысячелетия может стать слова народного поэта Чувашии Петра Касангаева «Эбер Булна, Кур Лапна». Были ли есть и люди? Kelimelerinde Çuvaş şairinin sözleriyle demek olar. Biz olmuşuz, varız ve olacağız. Потеряв свою письменность и государственность в 1236 году, чувашский народ, чувашский язык не исчез с лица земли, и это самый главный фактор. 1226 yılında Çuvaş halkı kendi dilini ve kendi devletini kaybetmesine rağmen bugüne kadar yaşıyorsa ve kendi dilini koruyup saklayabiliyorsa bu bizim en büyük başarımızdır. Воссоздав свою письменность в начале нынешнего столетия, чуваши смогли сперва объявить автономную, построить автономную республику, объявить о создании Чувашской республики, принять декларацию о государственном суверенитете. Asrın evvellerinde biz kendi dilimizi berpa ettikten sonra önce muhtar bir devlet yarattık, sonra ise bağımsız bir devlet yarattık ve şimdi de kendi suverenliğimizi beyan eden deklarasyon kabul etmişiz. Вместе с тем, угроза исчезновения чувашского языка все еще сохраняется. Bununla yanaşır Çuvaş dilinin kaybolması, yani Çuvaş dilinin asimilasyona uğraması hala da önemli bir meseledir. Эта угроза связана с политикой русификации России, которую проводит Москва. Bu Rus devletinin Türk halklarına karşı geçirdiği politikayla alakalıdır. В 1960-х годах постановлением Центрального комитета КПСС насильственно было принято решение о обязательном изучении всех предметов на русском языке. 1960'lı yıllarda Sovyet İttifakı Komünist Partisi'nin Merkezi Şurası'nın kabul ettiği kararlara göre bütün okullarda vesaire bütün dersler sadece Rusça öğrenilecektir. В итоге без знания русского языка в Чувашской республике невозможно ни поступить учиться, ни поступить на работу. Rusçayı bilmeden Çuvaş Respublikası'nda ne okumak mümkün değildir ve herhangi bir işe düzeltemezler. В то же время при поступлении на работу никто не спрашивает, владеет человек чувашским
kimseden soruşulmuyor ki sen Çuvaş dilini biliyorsun yoksa yok. Hatta Çuvaş dilini bilmeyenlere daha çok üstünlük verilir. Более 90% чувашских детей в городе Чебоксары, столице нашей республики, становятся русскоязычными. Çocukların %90'ı Çevoksar'da yaşayan çocukların, yani Çuvaşların fayda başkenti Çevoksar'da yaşayan çocukların %90'ı Rus dilli çocuklar olmaktadırlar. И это неудивительно, потому что начиная от детского садика и кончая школу и высшее образование, все воспитание, воспитательный процесс и учеба ведется только на русском языке. Bu hiç de tecrübe değildir. Neden? Çünkü çocuklar ilkokuldan, çocuk evlerinden başlayarak, ilkokullardan başlayarak sanki eğitimlerini bitirene kadar sadece Rusça eğitilirler. В городах, учебных заведениях чувашский язык или вообще не изучается, или изучается всего 2 часа в неделю. Şehirlerde Çuvaş dili okullarda ya hiç öğrenilmir veya haftada sadece 2 saat Çuvaş diline vakit ayrılıyor. Все это привело к тому, что в народе развивается национальный нигилизм. Национальный нигилизм. Bu onunla neticelenmektedir ki burada dini ayrı seçkilik yapılmaktadır. Доходило до того, что чуваши стеснялись признавать себя чувашами и выдавали за русского. Şimdi o kadar bu politika o kadar ilerlemiş ki Çuvaş halkı kendini Çuvaş diye bildirmekten utanç duyuyor ve kendine Rus diye tanıtmaktadır. До недавнего времени в столице республики в троллейбусах, магазинах на улице очень редко можно было услышать чувашскую речь. Son devirlere kadar Çuvaşistan'ın başkentinde olan mağazalarda çok nadir hallarda Çuvaş dili eşitlenirdi. 2-миллионный чувашский народ в результате построения автономных республик по принципу разделяя и властвуй оказался разделен на 2 части. 2 milyonluk Çuvaş halkı Avtonom Muhtar Devlet Yardımı adıyla 2 yere bölünmüştür. Исконные чувашские земли оказались в пределах русских губерний, а некоторые русские районы были присоединены к Чувашской республике в роли своеобразного жандарма. Tarihi Çuvaş arazileri, tarihi Çuvaş toprakları Rus gubernyaların terkibine katılmışlar. Bazı Rus toprakları ise Çuvaşistan'a katılarak jandarma rolunu oynamaktadırlar. Но все-таки в 1991-1992 годах, когда центральная власть в Москве ослабла, нам, как я уже говорил, удалось ввести президентскую форму управления, принять декларацию о государственном суверенитете, избрать своего президента, принять закон о языках Чувашской республики. Şimdi 90. yılların ilk yıllarında yani 91-92 senelerinde Rusya'da merkezi hükümetin zayıflaması üzerinden biz Çuvaşistan'da bağımsız bir devlet ilan ettik ve kendi dilimiz hakkında, kendi azadlığımız hakkında deklarasyon kabul ettik ve kendi Cumhurbaşkanımızı seçtik. Все это произошло благодаря деятельности Чувашского национального конгресса и его помощника Союза чувашской молодежи СУА. Bütün bunlar Çuvaş Milli Kongresi'nin ve onun yardımcısı olan Çuvaş Gençleri Teşkilatlarının yardımıyla baş vermiştir. Сейчас уже в Чебоксарах никто не стесняется говорить на чувашском языке, появляются надписи, названия улиц, магазинов, учреждений на чувашском языке. Şimdi artık Çevoksar şehrinde hiç kimse Çuvaşça konuşmaktan utanç duymamaktadır ve mağazaların ve diğer yaşayan yerlerinin adları Çuvaşça yazılmaktadır. Но времена меняются, и в руководстве России появились силы, которые опять стали говорить о единой и неразделимой России. Fakat zaman değişiyor ve şimdi de Rus hükümetine öyle adamlar geliyorlar ki onlar yeniden bölünmez ve büyük bir Rusya imparatorluğu yaratılması fikrini ortaya atmışlar. Политика русификации России получила второе дыхание. Rus halkının halklara asimilyasyon etmesi ikinci defa doğulmaktadır. Некоторые политики России вполне серьезно говорят о ликвидации национальных республик и построении России по губернскому принципу. Birçok politik liderler, Rusya'da olan politika liderleri ve devlet adamları Rusya'da olan milli esasla kurulmuş respublikalara terk edilmesini tarafındadır ve Rusya'nın guberniyaları
своей борьбой отстоял нашу независимость. Ve biz Çeçen halkına minnettar olmalıyız ki o Rusya'ya karşı savaş vererek bağımsızlığın nasıl korunmasını gösterdi. Если бы Россия смогла подавить Чечню, то нас бы, как национальной республики, мы бы перестали существовать. Eğer Rus hükümeti Çeçen halkını yenebilseydi, o zaman bütün milli devletler, yani Rusya'da olan milli respublikalar, milli cumhuriyetler hepsi şimdi olmayabilirler. На сегодняшний день Россия переживает сложные времена. Şimdi bu dönemlerde Rusya çok ağır vakit geçirmektedir. Дни империи сочтены. Rusya'nın günleri ve saatleri artık sayılıdır. Любое государство, построенное на имперских принципах, рано или поздно рушится. Hangi devlet ki imparatorluk amaçlarıyla kurulmuş, yani bu diğer milletlerin haklarını elinden alıyor, o geç veya tez dağılacaktır. Но агония империи иногда продлевается годами, иногда десятками лет. Fakat bazen imperiyanın püskürdüğü olgular yıllarla, 10 yıllarla devam ediyorlar. Поэтому на сегодняшний день мы должны быть готовы, как последняя агония империи, построение тоталитарного строя России, так и к развалу России по примеру 91 года, когда развалился СССР. Ve biz hepimiz hazır olmalıyız ki Rus devleti ve Rus hükümeti her an yeniden imperiyanı berpa etmek fikrine düşebilir. Bu olabilir Rus imparatorluğu olsun, olabilir eski Sovyet imparatorluğunu berpa etmeye çalışsın. И мы должны быть готовы к этому. Biz buna hazır olmalıyız. В этих условиях Союз чувашской молодежи своей главной задачей ставит сохранение, развитие языка, традиций и обычаев чувашского народа. Şimdiki durumda Çuvaş Gençler Teşkilatı karşısına esas amacı olmalı ibarettir ki Çuvaş dilini, Çuvaş kültürünü, Çuvaş adet ve enellerini koruyup saklasın. Надо сказать о том, что мы у себя в республике не пользуемся никакой поддержкой со стороны правительства. Bize diyorlar ki biz kendi Cumhuriyetimizde, yani kendi Respublikamızda hükümetimizin hiçbir desteğiyle karşılaşmıyoruz. Наоборот, после каждой нашей акции, митинга, демонстрации следует вызов в прокуратуру и другие органы. Bizim her azatlıkla bağlı ve kendi bağımsızlığımızla bağlı geçirdiğimiz her bir mitingden sonra bizi prokurorluk organlarına, yargı organlarına davet ediyorlar ve bizi orada sorguluyorlar. Появляется клевета на страницах правительственных газет. Ve devlet gazetelerinin sayfalarında yalan malumatlar gitmektedir. На этих страницах нас выдают не за патриотов чувашского народа, а за людей, которые работают, стараются только ради наград Турции. Bu gazetelerde bizi kendi milletimizin milliyetçi bir topluluk gibi değil, bizi Türkiye'den asıl olan bir şahslar gibi göstermeye çalışıyorlar ve bizim Türkiye için çalıştığımızı belirtiyorlar. Бывает обвинение в том, что мы хотим мусульманизации чувашского народа. Diğer bir fikir de var ki onlar diyorlar ki biz Çuvaş halkının Müslümanlaşmasını istiyoruz. Но нас уже не сломить. Fakat bizi artık kırmak olmayacaklar. Наряду с верой, силой и мудростью чувашского народа нас вдохновляет и то, что мы не одиноки в этой борьбе. Biz Çuvaş halkının gücüne ve onun aklına inandığımız için bizi tek olduğumuz bile korkutmuyor. И мы можем рассчитывать на нашу совместную деятельность и на вашу помощь. Ve biz inanıyoruz ki bizim bilgi işimize ve sizin bize yapacağınız kömeğe her zaman ümit edebiliriz. Думаю, что все мы испытываем информационную блокаду друг от друга. Ben böyle fikirleşiyorum ki biz birbirimiz hakkında yeterince informasyon alamıyoruz. Чувашия очень мало представляет о ситуации в Турции, в Югористане, Иракском, Туркмении и других тюркских регионах. Çuvaşlar Türkiye'de, Doğu Türkistan'da, İran Türkmenleriyle baş veren hadiselerde malumatları çok azdır. Видимо, остальные тоже очень мало знают о Чувашии. Ve burada olan delegasyonların da ve burada olan toplulukların halkları da Çuvaş halkı hakkında çok az malumata sahiptir. Поэтому главной задачей МТМ должно стать прорыв
yaşayan bölgelerde kendi ofisleri olsun. Следующее наше предложение, которое мы вносили на Совете лидеров Анкары, о создании региональных тюркских независимых телевидеокомпаний. Diğer bir teklifimiz ise bizim Ankara'da başkanlar toplantısında ileri sürdüğümüz her bir bölgede Türk televizyonunun yani Türk Dili Halkın Televizyonu'nun, yerli Türk Halkın Televizyonu'nun açılmasıdır. Оснащенные современной аппаратурой, они бы стали прочным фундаментом как нашей пропаганды, так и экономической деятельности. Ve həmin televizyon kanallarının yaxşı, iyi bir aparatlarla təchiz edilməsi bizim əlaqələrimizi və kommunikasiya əlaqələrimizi daha da geliştirebilir. В заключение я бы хотел привести слова академика Волкова, который сказал: даже если дорога в гору, но вперед. Тавалла Бузарда, Малала. Ben son olarak demek istiyorum ki, eğer daha da Дамжин Ишарин, Башкирт Яшар İttifakı yetkisi. Я рад приветствовать вас на сегодняшнем Курултае. ben sizin hepinizi bu kurultayda salamlıyorum. И хотел бы сначала вкратце рассказать о том, какие проблемы волнуют башкирскую молодежь. İlk önce Bashkir gençlerinin narahat eden problemlerin özetini vermek istiyorum. А потом перейти уже к более рабочим. Arkadaşlar, gelin önce çıkış eden arkadaşın sözüyle razılaşalım ve çıkışları keselim ve meselelerin halinden yani müzakere edeceğiz. Так, руководители комиссии, прошу сейчас подойти ко мне. Объявляем перерыв на 10 минут. Komisyon başkanlarına bana yakınlaşmasını rica ediyorum ve 10 dakika eğitim olarak. Arkadaşlar sessizlik lütfen. Резолюциясы не было мне видно, резолюция, конечно, прикрепила. Toplantımızın bu bölümünde komisyon raporlarının okumasına geçeceğiz. Komisyonlardan arkadaşlarımız aramızda mı hepsi? Ekonomi komisyonunda mı? Сейчас Джалал Алиев, председатель комиссии по экономике, будет читать нам практику комитета по вопросам экономики. Hörmətli başkan, hörmətli toplantı iştirakçıları. Ekonomik komisyonun raporu olarak ben aşağıdakileri belirtmek isterim. Dünyada gelişmişliğin göstergesi olan güçlü bir ekonomi, milletlerin ayakta durması açısından en önemli etkendir. Durum şöyleyken, hür ve müreffeh bir millet için gerekli olan güçlü bir ekonomidir, adil bir gelir dağılışıdır. Экономика как показатель мирового развития является самым важным фактором стабильности положения определенной нации. Следовательно, для нас независимой и процветающей нации обязательно справедливая экономическая система и хорошие экономические положения. Geçmiş yıllardaki tecrübemiz ve değişen dünya şartları doğrultusunda Изменившегося мира наш комитет по экономическим вопросам определил свои решения в следующем порядке. 1. 2000'li yıllara girerken kullanabilmeleri ancak serbest piyasa ekonomisiyle gerçekleşmektedir. Bu bağlamda öncelikle tüm Türk dünyasında ve sonra dünyada serbest piyasa ekonomisinin desteklenmesi ve her bölgede işler hale getirilebilmesi Türk gençlerinin önemli amaçlarından biridir. Первое.
На пороге 2000-х годов в мире свободы и демократии люди, ища пути экономической независимости, находят ее в сфере свободной рыночной экономики. В связи с этим поддержка развития свободной рыночной экономики, в первую очередь на территории тюркского мира, затем в мире в общем, является одной из важных задач тюркской молодежи. Ülke və toplulukların çıxarlarına gözətərək dövlət təşviqli yatırımlar yapmaları hər dövlət və toplulukta sağlanmalıdır. Второе. С тем, чтобы свободные рыночные отношения не превращались в дикий капитализм и была обеспечена социальная справедливость наряду с справедливым рынком, образован на свободной рыночной основе значительные государственные вложения и смещенную экономику, необходимо в каждом тюркском государстве и в общественности обеспечить удовлетворительные интересы обнажившегося народа, а также поощряемое государством вложение со стороны состоятельных деловых людей и интересах своей стороны и общества. Yürüməyəcəyini tarix bizə ispatlamışdır. Hal böyləyikən, Türk gənclərinin ekonomik görüşü təməlində insanımız daha rifah və gəlişmiş hala gətirmək yapmaqdadır. Bugünün şərtlərində bunun karma ekonomi ilə başarıla biləcəyini belirtiriz. Третье. Взгляд с точки зрения смещенной экономики открывает панораму путей достижения побед над колониальной политикой и будущего уничтожения ее вообще. Никакая экономическая система не существует без участия человека. Цель тюркской молодежи заключается в достижении более благоприятного и развитого состояния человечества. Ее возможно лишь посредством развития смешанной экономики. И снижение таможенного тарифа, чтобы они отрицательно не повлияли на национальную экономику тюркских стран. 5. Ortak para birimi Единого денежного знака и использование этих денег в экономическом сотрудничестве между тюркскими государствами. Инвестиционного банка и обеспечить свободное использование кредитов этого банка со стороны тюркских государств. 7. Büyük İpək yolu və Türk Cumhuriyyətlərindən dünya piyasasına direkt çıxışı olmayanların kommunikasyon problemlərinin həll edilməsi. Седьмое. Разрешение коммуникационно-транспортных проблем тюркских государств, у которых нет прямого выхода на международный рынок и внесение своего вклада в дело возрождения и развития Великого Шелкового пути как символа развития единого тюркского экономического сообщества. 8. Türk devlet ve toplumlarının ekonomik potansiyeli hakkında dergiler hazırlamak ve şunları tüm Türk Cumhuriyetlerinde yayınlamak. Восьмое. Издание книг об экономическом потенциале тюркских государств, их распространение во всех тюркских государствах. Biz ekonomik komisyonu olarak belə hesap edirik ki, Türk dünyasının birliği, onun integrasyonu ekonomik birlik vasıtasıyla reallaştırılacak, hayata geçiriləcək. Мы как экономический комитет считаем, что объединение тюркских народов и интеграция тюркских народов будет осуществляться через экономические пути. Sağ olun, dikkatinize göre çok sağ olun, teşekkürler ederim. Благодарю вас. Arkadaş, Ercüment Bey burada mı? İletişim Komisyonu sizde mi? Güçlü Bey? Evet. Din Komisyonu çağırın. Dünyadaki son 10 yıl içerisinde meydana gelen değişmeler insanların maddi yönde etkilemenin yanında manevi hayatlarını da geçmiştir. Farklı bir duruma getirdi.
Bu değişiklikler toplumları bir kaos ortamına sürüklerken insan yavaş yavaş şeklesak ve durağan bir hale gelmeye başladı. Рапорт Комитета по вопросам религии. Изменения, происшедшие в мире за последние 10 лет, не только повлияли на материальную жизнь, но и изменили духовную жизнь людей. Эти изменения привели людей к хаосу, и постепенно люди перешли в пассивное состояние. TGB kurultaylarında yıllardır süregelen tartışma ve alınan ortak kararlar, Türk insanının bugün ve gelecekte beklentilerinin daha net bir hale geldiğini göstermektedir. Обсужденные на Курултаях МОТМА, длящиеся годами и принятые решения более отчетливо подтверждают ожидания тюркских народов сегодня и в будущем. Biz din komisyonu üyelerinin 8 yıllık kurultay birikimlerimiz ve tecrübelerimizle aldığımız en önemli kararlar aşağıda belirtilmiştir. Мы, представители Комитета по вопросам религии, используя наш 8-летний опыт, приняли следующие важные решения. İnsan olmanın gereği ve ilk koşulu, din, vicdan ve fikir özgürlüğü, öncelikle tüm Türk dünyasında, daha sonra tüm dünyada hakim olmalıdır. Bunun için gereken en önemli etken hoşgörüdür. Hoşgörünün temini için her türlü inanç ve fikir ayrılıkları ve yobazlıkların engellenmesi ve insanlar arası sevgi ve saygı ortamının kurulması tüm Türk gençlerinin ulaşmaya çalıştıkları en önemli görevdir. Первое. Свобода религии, совести и мыслей, являющаяся самым необходимым и первоочередным условием жизни человека, должна в первую очередь господствовать в тюркском мире, а затем во всем мире. Самым важным фактором этого является терпимость. Для обеспечения терпимости самой важной задачей тюркской молодежи является предотвращение разногласий между различными верами и идеями, искоренение невежества и создание среды любви и уважения между людьми. Заявила, что она предпочитает атеизму все виды религии в мире терпимости. В этом смысле, в этом мире каждая вера и религия является личной жизнью человека и не должна являться ни политическим, ни культурным instrumental воздействия на других. Aramıza yeni katılan bir arkadaşımız burada şu anda. Sayın Hasan Alçı. Я всегда представляю карачаевских турков. На днях у нас в Карачаеве был конференция тюркских народов, поэтому я опоздал, немножко поздно присоединился к вам. Türk Asamblesi'nin liderler toplantısı çok hayırlı yapıldı. Onu delegeleri gençler kurultayına sıcak selamlar gönderdiler. Собрание лидеров Тюркского ассамблеи очень хорошо проводилось, и все делегаты того ассамблеи передали привет всем тюркским молодежям. İki uluslararası teşkilatı Türk Gençler Birliği'nde olsun, Türk Halkları Asamblesi'nde olsun, bir halkları temsilcileri oluyorlar. Onun için ben size birincisi kısa Karaçay Türklerinden informasyon yapmak istiyorum. İkincisi yeni yapılan ассамблеяның toplantısından informasyon yapmak istiyorum. Эти две международных организации, Ассамблея тюркских народов и Международная организация тюркской молодежи, являются организациями всех тюркских народов. И поэтому я хочу обратить ваше внимание на некоторые проблемы, которые есть у карачаевцев. Империя так и развалится Российская империя, но первыми, кто будет свободны в этом государстве, будут карачаевцы и кавказские турки. Şimdilerde Rusları gazeteleri kendisi yazıyor. Büyük Kafkas Savaşı yakınlaştı. Bizimce o şey yapılırsa bizim azat olacağımız daha yakında olacak. Уже российские газеты сами пишут, что Великая Кавказская война созревает, и если начнется такая война, то наше освобождение, наша свобода недалеко. Коррективно, а конкретно
пунктам, например, экономические, культурные, спортивные проблемы и другие проблемы тюркских народов, мы там обсуждали и приняли по ним решения. Там заявили, что мы не говорим от имени многих тюркских народов, а мы говорим от имени одного тюркского народа, у которого есть просто некоторые различия только в языках. Проводить большой курултай Ассамблеи тюркских народов в будущем году, в апреле, на территории Крыма. Не был с вами, поэтому не знаю, какие вопросы вы обсуждались, но в дальнейшем я буду с вами. Tarih Komisyonu raporu. Tarih Komisyonu raporu. Tarih bilinci, insanların tekamülü ve gelişerek gelecekte daha iyi konuma gelebilmeleri için gereken ana noktadır. Tarihin bir kin ve fesatlık aracı, nefret taşıyan bir öğe olarak kullanılmasını engellemek tüm insanlığın borcudur. Maddelere kadar diyeceğim mi? Историческое самосознание является связывающим звеном эволюционного развития человечества и консенсусно выгодного разрешения многих современных вопросов. Долг всего человечества – воспрепятствовать использованию истории в качестве разжигания вражды и смуты, а также элемента ненависти. Основываясь на sevgi ve saygı temelleri oluşturulması bakımından bir kültürel araçtır. Bu aracın insanları birleştirmesi ve gelişmenin sağlanması için milletler arası bir yarış ortamı oluşturulması doğrultusunda çalışmalar eskiden olduğu gibi devam etmelidir. 2. Düşmanlıkların ortadan kaldırılıp geçmişte yapılmış hataların tekrarlanmaması açısından gerçek tarihin insanlarımıza aktarılması gerekmektedir. Politik ve devletlerin oluşturdukları resmi Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde bir Türk tarihi... Основываясь на многолетний опыт тюркской молодежи всего мира, мы предлагаем: первое. История – это средство культуры, способное зародить основы любви и взаимоуважения. Во имя единения и развития человечества требуется создать соревновательную среду в развитии данного средства. Второе. Нам нужно представить людям всю правду истории, чтобы уничтожить вражду и избежать повторения прежних ошибок. Надобно взяться за историю в качестве основного элемента, разрешающего актуальные вопросы и проблемы между некоторыми обществами и государствами тюркского мира. Третье. Для того, чтобы поставить на хорошую ногу научные исследования истории тюркского мира, существуют благополучные предпосылки. Единство в данной деятельности откроет нам просторы достижения наилучшего и более правильного образа жизни, в первую очередь в тюркском, далее во всем мире. Это будет толчком для развития состязательности между народами и будет полезным продвижению в интеллектуальной сфере человечества. Мы предложили: первое. Создать институт тюркологии и истории тюркского мира на основе МКТУ имени Ахмеда Ясави. Почему? Потому что здесь имеются все возможности для осуществления этой цели. Второе. Пусть все тюркские народы присылают материалы в этот институт для создания единых объединенных трудов, сборников по истории и культуре тюркского мира. Тюркского мира. Естественно, нам надо вместе сохранить и развить многовековую тюркскую культуру, которая испытала на себе большой эволюционный процесс. Наша культура вбирает в себя элементы других культур, но это только показывает уровень развития данной культуры. Поэтому мы не должны беспокоиться за безопасность и чистоту наших национальных культур. В связи с этим не те тюркские народности, которые малочисленны в своих территориях, не способны сохранить свою национальную самобытность, нуждаются в поддержке независимых тюркских государств. В любой части тюркского мира надо обеспечить всесторонние льготы, начиная с финансовой поддержки
в изучении культуры. Незамедлительно надо взяться за работы, целью которых является приостановление отдаляемости молодежи и будущего поколения от своих национальных культур и самобытностей. Мы должны познакомить миру богатое наследие культуры тюркоязычных народов и ее участие в эволюционном развитии мировой культуры. Таким образом, нам выпадет возможность определить достойное место и значение культуры тюрков. Но это осуществимо только в том случае, если за это общее дело возьмутся не только независимые тюркские государства, но и весь тюркский мир. Обеспечить обширное участие сотрудников искусства, артистов тюркского мира посредством центра нашей комиссии в Турции. Нужно увеличить организационные работы по вопросам культуры по всему тюркскому миру. Надо организовать всетюркские фестивали, где будет обращено большое внимание на классическое и современное изобразительное искусство, музыку и литературу. Таким образом, и только впоследствии таких работ наши народы еще поближе и еще лучше узнают друг друга, укреплять братские и дружественные узы, протянутые между ними, провести ознакомление на международной основе башкирского музыкального фестиваля, который проводится каждый год, и обеспечить большое количество участников и сотрудников в организации этого фестиваля. Если мы хотим проявить уважение своим предкам, наша задача заключается в сохранении унаследовавшей от них культуры. Для того, чтобы смочь передать свою культуру будущему своему поколению, чтобы вдохновить ее в жизнь и довести ее до уровня рассвета, мы нуждаемся в просвещении. Для того, чтобы достичь самых лучших высот, грани прекрасного и не потерять чувство национального достоинства, наши просветители должны, не зная отдаленности от своего народа и ненависти к его «я», возвысить ее великую культуру до вселенского масштаба. На этом пути на наши плечи тюркских просветителей, с точки зрения искусства вселенского масштаба и возвышения человечества возлагается большая ответственность. Мы, как комитет по вопросам культуры и искусства, заявляем, что нужно взять за основу поддержку наших просветителей и воспитание молодых просветителей для будущего поколения и быть в этом чрезмерно самоотверженными. Рапорт Комитета по вопросам экологии. После распространения индустриализации по всему миру только в 70-х годах у людей проснулось сознание необходимости защиты окружающей среды. Однако, как и в любых других движениях, первенство принадлежало развитым странам, которые, защищая свои интересы, эксплуатировали и продолжают эксплуатировать с экологической точки зрения развивающие страны третьего мира. Мнение об экологических проблемах молодежи тюркского мира, страдающихся выжить и самостоятельно существовать, представлены ниже. Первое. Любой ценой предпочитать экологическую среду экономике. Необходимо принимать во внимание экологические проблемы при создании любого промышленного производственного предприятия. Второе. Люди, живущие как в развитых, так и в развивающих странах, обязаны оставить последующим поколениям чистый мир. С этой точки зрения необходимо принимать решения с учетом человеческого фактора, независимого от регионов и экологических проблем. Это может быть достигнуто политическими интересами и соответствующим умонастроением стран. Для обеспечения этого каждый индивидуум, затем общество и государство должны защищать свою окружающую среду от других. Необходимо уважать право и юридические права других государств, обществ и людей. Третье. В свете этих идей, независимо от того, идет ли речь об Аральском, Черном или Мраморном морях, Дунае, или же ядерных испытаний в Семипалатинске, в Восточном Туркестане, необходимо принимать участие в работе различных организаций по защите экологии, борющихся с уничтожением окружающей среды в регионах, где наблюдается ее уничтожение. С этой точки зрения, каждый молодой человек, индивидуально или в составе организации, должен чувствительно относиться к экологии региона, в котором он живет.
и активно участвовать в деятельности, направленной в ее защите. Почти уже 7-8 лет прошло. Большинство служителей мира стали политически и экономически независимыми. В течение этого срока организовано очень много крутаев, собраний, конференций, и в этих собраниях приняло разные решения, связанные с проблемами тульского мира, но очень малое количество из этих решений реализовано. Поэтому мы считаем, что коммуникационная проблема тульского мира пока не решена. Телефонные и почтовые услуги между государством тульского мира – одни из самых дорогих услуг мира. Например, телефонные услуги между Казахстаном и Турцией рассчитываются как океанные услуги. Это плохо влияет все экономические и культурные отношения между этими странами. Наша комиссия предлагает Крутая придать нужных посылания соответствующим органам турецкого государства. С развитием технологии улучшилась возможность коммуникации. Всем известно, что обеспеченным нужно оборудованием можно связаться с любой точкой мира. Но мы видим, что в объективном случае Турского мира и в субъективном случае молодежная организация Турского мира не смогут создавать этих возможностей. И это негативно влияет на нашу работу и продолжение связи между нами. Члены молодежной организации Турского мира должны связаться с другом факсами, интернетом и другим видом коммуникации. Надо создать совместные радио и телевизионные каналы по Турскому миру. С участием всем организаций, участников Крутая молодежная организация Турского мира должен создать и публиковать совместных газетах, журналов и книг. Еще раз надо смотреть возможность опубликованных бюллетеней «Пенгюэ», которые раньше публиковался в Оджекларе. Все организации должны помогут это дело. Из бывших опытов мы можем сказать, что одна организация не сможет достать достаточно известия. Все организации должны постараться послать друг друга своих и других изданий, которые публикуются в местах. Надо создать систему публичной коммуникации, организовать информационное агентство турецкого народа, оказать материальную помощь техническими средствами, связи финансированием для создания агентства и содержания сети собственных корреспондентов агентства в странах, потому что в СНГ Республика Российской Федерации. Не забудем, что для сближения людей нужно создать коммуникационный сеть, народы, которые не забудут друг друга, не смогут создавать сообщества. Это по вопросам тюркских языков и литературы. Язык – это очень важный культурный элемент, который создает одну единую нацию и помогает развивать братские товарищеские чувства между личностями. С такой сущностью он имеет объединительный характер. Тюркский язык является одним из древних языков в истории человечества. На сегодняшний день он входит в число 5 более распространенных языков мира. Все родственные друг другу языки, большие и малые, имеют свой общий алфавит, тогда как наши тюркские языки, к сожалению, до сих пор не имеют своего единого алфавита. Нам приходится быть грустными свидетелями решения данного вопроса, который вот уже как длится 8-й год. Без сомнения, такое положение вещей губительно скажется на судьбах единения народов, раздробленно занимая огромную географическую территорию, каким-то образом старающихся сохранить свою национальную самобытность. Мы не должны забывать, отчужденные алфавиты приходят к отчуждению родственных языков. Отчужденность родственных языков создает новые народы, отчужденных от национального самосознания. Каждый алфавит есть кинжал, воткнутый в спину нашей дорогой культуры. Наш комитет, обращая внимание Курултая на эту тему, предлагает беспрерывно бить в колокола, чтобы эта проблема нашла свой путь решения в высших и официальных верхах наших государств. Единство в языке и алфавите имеет теоретическую сторону. Если не будет иметь сторону практическую в среде народа, то все старания в разрешении этого вопроса окажутся напрасными. Без участия народа никакое стремление не осуществимо. В таком случае государства и народы, распространив, популяризировав свою литературу, смогут сохранить
и обогатить алфавит, следовательно и наш язык. Наш комитет по этому поводу заявляет: для распространения, размножения и представления на доступном читателю языке любого литературного произведения, не жалея силы и энергии, надобно проявить сверхактивность. Мы предлагаем создать Союз писателей молодежи тюркского мира. Предлагается устав и руководящий орган этой творческой организации МОТЭМ. Председатель Экбер Гошалы, поэт Азербайджан. Первый заместитель Вильям Молотов, поэт Казахстан. Заместитель Петри Ялмыжи, писатель Гагаузия. Заместитель Фарида Бутаева, поэт Узбекистан. Генеральный секретарь Раиса Сарби, поэт Чувашистан. Рапорт Комитета по спортивным делам. Спорт – это один из путей, развивающих не только физические качества человека, как сила, ловкость, выносливость, но вместе с тем это путь постижения духовных качеств, как самоотверженность, честность и дисциплинированность. Однако, к сожалению, спорт до сих пор не имеет единой достойной поддержки со стороны тюркоязычных народов. В связи с тем, чтобы устранить эти недостатки в кратчайшее время и заранее основать надежный фундамент осуществления будущих проектов, наш комитет предлагает для рассмотрения Курултая ниже следующие предложения. Первое. С целью осуществления грандиозных спортивных мероприятий в среде тюркских государств и народностей предлагаем создать организацию по спортивным делам при Международном объединении тюркской молодежи. Для того, чтобы обеспечить финансовую поддержку данных мероприятий, эта организация должна открыть фонд и заняться деятельностью по привлечению финансовых спонсоров. Второе. В ближайшем будущем будет уместно организовать спортивные соревнования среди университетов тюркских государств с целью развития спорта и основания базы для осуществления больших мероприятий. Следовательно, незамедлительно нужно приняться за решение организации первых соревнований за 1999-2000 учебный год по развитым видам спорта. Третье. А в дальнейшем организовать турнир под названием «Туркестанский турнир по метанию копья» и превратить его в традицию. Таким образом, этот турнир будет первым важным шагом распространения и вдохновления древнетюркского вида спорта среди тюркоязычных народов. Уместно будет также открыть рубрики, комментирующие спортивные новости во всех журналах и газетах, имеющих связи с МОТМ, начиная с журнала «Бенгю» с целью незамедлительного информирования всего тюркского мира спортивными достижениями. Пятое. Подготовить брошюры и организовать показательные выступления по разным видам спорта, служащие для ознакомления и развития там, где они мало развиты. Шестое. Организовать образовательную деятельность среди молодежи с целью привлечения молодежи к спорту. Организовать курсы обучения разным видам спорта, уделяя большое внимание традиционным тюркским национальным спортивным играм. При окончании же курса выдавать сертификаты, успешно проявившим себя. Седьмое. Очень важно обратить внимание на развитие и распространение такого вида спорта, как бойскаутство, который развивает самоуверенность и ответственность. В связи с этим предлагаем создать при МОТМ группу бойскаутов. Восьмое. Также важно изучение истории спорта тюркоязычных народов и использование ее результатов в просветительской деятельности в среде молодого поколения. Мы уверены, это послужит для них примером достижения больших высот и побивания рекордов. Спасибо. Дорогие делегаты, конечно, я не хотел бы быть снова критиком, как был на Кипре, но чувствуется, что, конечно, есть сдвиги, есть конкретные предложения, но опять же хотелось сделать, небольшой, и я очень благодарен всем комиссиям, наверное, все благодарны, то, что наработали такие нужные нам всем документы. Değerli katılımcılar, ben tabii ki... В будущем еще отказаться от слов таких, как «нам должны сделать», там «должны таможню решить», там «должны наши мыслители что-то сделать», а что мы должны делать? Мы должны все-таки исходить, и вот как говорил наш великий мыслитель, надо начинать с доступного и реального. Tabii ki ben burada sizlere daha
определять, кроме вот этих докладов, определять первоочередные задачи на год перед каждой организацией мотома, чтобы она не ждала следующего Курултая и не приезжала с pustыми карманами, скажем так. Daha önce Kıbrıs Kurultayı'nda değindiği gibi de bu tebriklerden önce herkesin sunulmuştu ve tabii ki bu durumda da çıplak elle gelmeyecek olurduk bu kurultaylara. А теперь конкретное предложение, которое привезла наша делегация от имени Крым-Татарского молодежного центра. Şimdi Kırım Tatarları gençlerinin net bir teklifini açıklamak istiyorum. Так, первое предложение это по культуре. İlk teklifim kültür sahasında olmaktadır. Крымско-татарский молодежный центр выходит с таким предложением, чтобы ежегодно проводить конкурс «Мисс Тюркская красавица Arzı Kız». Türk Kırım Tatar Gençleri Merkezi'nin ilk teklifi senede bir defa Türk Güzeli Arzu Kızı diye bir konkursun, daha doğrusu yarışın düzenlemesini istiyoruz. Güzellik yarışması. Конечно, я просто тут, я сейчас зачитаю вам положение, но я предупрежу о том, что у нас есть опыт проведения этого конкурса, и учитывая то, что среди тюркских народов в основном мусульмане, мы не допустим такого, чтобы наши красавицы выходили в купальниках. Этого не будет. Tabii ki ben burada vurgulamak istediğim başka bir konu var. Bizim güzellerimiz tabii ki her geleneksel bu güzel yarışmalarındaki olduğu gibi sadece mayolarla çıkmayacaklar. Я хочу прочитать общие положения, чтобы вы уже представляли, и если Курултай примет, то мы будем проводить такой конкурс. Tabii ki ben bu yarışmanın esasını, daha doğrusu genel olarak esasını açıklamak istiyorum. Eğer Kurultay bunu kabul ederse daha önce de çalışmalarını devam ettirecektir. Основные цели и задачи этого конкурса это является популяризация культуры тюркских народов мира. Bu yarışmaların esas amacı Türk kültürünün popülerizleşmesi, yani yaygın hale gelmesi olmaktadır. Разработка механизмов, обеспечивающих творческий рост победителей конкурса, то есть победительниц. Механизмы разрешения, обеспечивающих творческий рост победительниц. Tabii ki bu yarışmalarda yarışmacıların genel seviyesini tespit edilmesi lazımdır. И расширение досуга молодежи. Ve gençlerin gelişmesini göstermek olmaktadır. В конкурсе могут принимать участие девушки 14-21 года, рекомендованные организациями, членами Международного объединения тюркской молодежи. Сотрудничать с другими аналогичными молодежными праздниками, проходящими как в Крыму, так и за его пределами. Analoji olarak bakılabilir bu konuya. Порядок проведения конкурса – это будет первый тур информационно-отборочный с октября 1998 года по февраль 1999 года. Тура. Распространение информации о задачах и условиях конкурса, привлечение к участию девушек тюркских народов и отбор наиболее красивых, умных и талантливых. 40 мы проводили. Это представление, презентация, то есть девушка должна будет представить себя на родном языке, потом представление национального костюма, национальное блюдо и какие-нибудь жизненные ситуации. То есть конкурсы направлены на то, что мы должны выявить в наших тюркских красавицах красоту ума, красоту ведения себя в обществе, красоту umения находить себя выходить из выхода в том или ином положении. Katılacak olan Türk kızlarımız tabii ki kendi kültürlerini, kendi dillerini, kendi mutfağını. С практической стороны этот конкурс нам поможет даже как-то заняться, может быть, бизнесом. То есть мы сможем победительниц сделать плакаты, календари и распространять по всему тюркскому миру. Тут идет пропаганда мотома, тут идет пропаганда красоты тюркских девушек, и тут идет какой-то, может быть, заработок в пользу мотома.
Tabii ki bu yarışma sonucunu biz Определиться, мы будем проводить его или нет. Тут многие против, я лично тоже против. Это какое-то мере к Западу, преклонение перед Западом. Почему преклонение? Как раз мы будем же...